главные проблемы в части неэффективного использования воды, наверное, я назову это загрязнение поверхностных вод, это использование для питьевых целей. 60% населения Алматы, они пользуются подземными источниками воды, которые также являются исчерпаемыми. И, наверное, третье – это изношенность инфраструктуры. На самом деле проблема воды одна из самых важных в Казахстане, потому что мы видим, что сейчас все больше и больше человек с ней сталкиваются. И как в крупных городах, так и в самых мелких аулах проблема одна, специфика разная. То есть мы можем даже в одной области видеть, что, например, граница города и района, и с одной стороны улицы центральное водоснабжение, никаких проблем, а буквально перейдете дорогу, и там водовозы привозят воду, и все это происходит нерегулярно. То есть на самом деле проблемы очень большие. Где границы, где идет большой мегаполис, большой город, который граничит с районами, конечно, мы видим совершенно разные проблемы. То есть это и качество воды, то есть качество воды через улицу может быть совершенно иное, и цена другая. И, конечно же, люди в зависимости от того, что они потребляют, они относятся к этому по-разному, да? Как правило, у нас, когда застраивают новое поле, у нас, во-первых, не делают ненормальные ливневки, все засаживают газонами, природа из этих мест полностью уходит, и остаются что? Отдельно стоящие дома, кое-как растущие деревья и палящее солнце. Палящее солнце в свое же время высушивает землю прямо до глубины, земля трескается, и как только земля растрескалась, очень много влаги дополнительно выпаривается. Вообще, в целом, в Центральной Азии и в Казахстане глобальные климатические изменения имеют большое значение, и по прогнозам мы имеем достаточно быстрые изменения. Это и наводнения, и засухи, и смены температур, и различные изменения в осадках. И, конечно же, нам сегодня необходимо задуматься о том, как в будущем сохранить водные ресурсы, как их правильно использовать. К сожалению, вопрос воды и водных ресурсов среди архитекторов не обсуждается так активно. Скорее всего, архитекторы не чувствуют себя связанными с этим вопросом так сильно и не чувствуют за собой ответственности, потому что, опять-таки, не было и тренда, и не было такой традиции. И главное, чего не хватает, это коммуникации. Когда мы не верим правительству, даже когда они делают что-то хорошее, уже вот такая призма недоверия. Все проблемы решаются, когда вместе действуют правительство, наука, бизнес и гражданское общество. Вот эти 4 силы надо объединить, и тогда мы любые проблемы решим. В генеральном плане, если в общем сказать, первое – это сбор, сохранение, во-первых, поверхностных вод дождевых. Для этого есть специальный раздел, в котором мы предлагаем организовать сбор поверхностных вод дождевых, ливневых вод, ее очистку и хранение для последующего использования. Будет увеличен объем централизованной канализации. Соответственно, будет расширено очистные сооружения и качество очистки этой воды, и ее также сохранение и использование вторично для городских нужд также. Здесь существует рычная система, которая более-менее справляется с этим, но мы предлагаем сделать перехватывающие каналы по широтным улицам. Это у нас есть на Абае такой головной рык. Мы предлагаем на Аль-Фараби сделать, на Толеби, на Раймбека, для того, чтобы перехватывать и не создавать большие потоки в рыках. Перехватывать, очищать эти воды и хранить в специальных резервуарах, которые создаются на территории города для последующего использования. Решением этой проблемы можно заниматься, конечно, развитием дальнейшем вот этой серой инфраструктуры, а рыки – это часть серой инфраструктуры. Можно делать коллекторы, можно делать очень сложные все системы, копать, перекапывать улицы. Но я же хотел бы вам рассказать про
возможности как-то замедлить, во-первых, этот поток, возможно, как-то сберечь воду для дальнейшего вторичного использования. Вот, к примеру, для того, чтобы уменьшить количество стока, было бы неплохо высаживать как можно больше деревьев, потому что деревья, они сами по себе задерживают капли, которые потом падают на землю, и пока эта вода будет стекать по дереву или капать отдельно, у нас те же орыки будут лучше справляться. Делают пропилы через бордюры вдоль дороги, и вода потихоньку стекает в палисадник, и дальше по палисаднику делают канавки по рельефу, чтобы вода успела немножко попутешествовать. Далее окапывают деревья, и вокруг деревьев вода тоже течет. Вдоль этих канавок часто высаживают влаголюбивые растения, тенелюбивые растения. Короче, все, что неприхотливо. Это, во-первых, служит тому, чтобы на улицах было красивее, потому что разнотравие, всякие длинные травы, они очень классно смотрятся на улицах. Grey infrastructure and blue-green infrastructure have to go hand in hand, because with the sponge city concepts, if you want to prevent floods, you can only prevent a certain amount of flooding. You still need the grey concepts if you want to prevent very, very big floods. I think for cooling down your city, I personally prefer the blue-green infrastructures. Sponge city concepts can be very universal because they rely on decentralized and kind of modular methods. You can use certain methods in certain places and certain methods don't make sense in other places. You need to take into consideration the local government regulations, obviously. But since it's such a modular system and you can take what you benefit from and leave the rest, and you will still get many, many benefits from the sponge city concept for your area. Очень важно использовать современные инженерные решения, потому что мир меняется, климат меняется, и это закон эволюции. То есть мы должны подстраиваться, организмы должны меняться. Это вопрос нашего выживания. Если мы не будем меняться и использовать новое, то мы просто погибнем. Мы не можем остановить воду, мы можем встроить эту воду в наш город, адаптировать наш город под естественный круговорот воды в природе. То есть город не должен препятствовать воде вернуться в естественный цикл. Если мы начинаем препятствовать, то вода начинает вредить городу, а вода должна быть нашим другом. И мы можем это сделать. В настоящее время в стране идет разработка нового водного законодательства, и в частности это будет новый водный кодекс, который сейчас ведет обсуждение Мажилис. И, конечно, это будут новые направления, которые будут более четко, более активно показывать, как нужно реализовывать водную политику, водную безопасность в нашей стране. И одним из таких ключевых направлений это будет водосбережение. То, к чему мы должны стремиться как и на уровне городов, так и на уровне республики. Это будет введено и в сельском хозяйстве, в промышленности и в коммунальном хозяйстве в частности. Казалось бы, обычно государственные органы должны вовлекать общество в дискуссии, но сейчас я думаю, что общество должно вовлекать государственные органы для того, чтобы они активно присоединялись к обсуждению и решению этих проблем. Взять за себя ответственность для того, чтобы начать решать эту проблему. То есть нужно соединять уже государство и общество и этот вопрос как-то решать, потому что если не начать сейчас, то потом уже будет очень поздно. Нужно прививать ценность воды, потому что у нас практически у всех эта ценность она отсутствует, при том, что тарифы на воду критически низкие. Соответственно, и чтобы понимать, почему повышаются тарифы, необходимо повышать ценность воды. Помимо этого, необходимо энергосберегающие технологии вводить. Это вот разные стимулирующие механизмы регулирования. Например, это какие-то специальные тарифы,
либо взаимодействие бизнеса с бизнесом, да, вот. И, наверное, еще понимание того, что вода, которая используется вторично, она будет меньше по стоимости, чем та вода, которую они покупают. Мы можем менять отношение к воде как на системном уровне, так и работая непосредственно с подрастающим поколением. Здесь очень жаркая дискуссия идет, обсуждение. Я думаю, что очень важно как раз людей, которые работают с этой темой, которые заинтересованы в этой теме, объединяться, придумывать какие-то решения или запускать новые инициативы для того, чтобы запрос и тема воды, она стала не только очень поверхностная, умозрительная на уровне государства, да, официальных заявлений, но чтобы эта тема действительно стала актуальной, и о ней говорили все, не только эксперты, которые занимаются водой, не только государственные служащие, но в том числе инфлюенсеры, блогеры, чтобы тема воды была насущной, потому что без воды жить нельзя.